Ребята, доброе утро. Еще не отошел, грубо говоря, с первого льда, когда мы выезжали на 3 дня. И уже нарисовалась очередная экспедиция. Все готово, ребята. Вещи загружены в машину. Личный шофер, ребята, меня везет на место выгрузки, где у нас все готово. Ребята уже ждут. Я немножко опоздал. В общем, ребята, едем на рыбалку. Жерлицы, Таежное озеро. Хорошая компания. Короче, я должно все получиться, ребят. Около 20 градусов, морозики. В целом, посмотрим. Едем на вездеходе, ребят, везем палатки, печки. Короче, посмотрим, как будем ночевать. Но едем с ночевкой, едем за щукой. Все, ребят, понеслась. Что, добрался? Что-то ребята еще не вижу. Они, походу, поехали уже заправляться, потому что я опаздываю. В общем, снега нету. Едем на вездеходе и едем на УАЗике. Вещей очень много. Едем на 2 машинах. Так что разгрузка у меня пока. Юрину отпускаю. Будем разгружаться. Живчик. Как обычно. Так, друзья, ну что, немножко по вещам. Я взял 2 раскладушки, большую палатку, гермомешок, спальники, коврики, гаджеты и так далее, стол, бур, печню. Взял печню, так как озеро с характером. Едем туда, где утопил, ребят, мотособаку в прошлом сезоне. Так что в аккурат. Ну, печка, понятно. 3 пачки брикетов вчера заехал, купил. Кухня, взял лопатку. Снега нету, жерлицы будем как-то закапывать. Ну и живец, ребята. Живца что-то наловили. Ездил, что-то купили. Кстати, предлагаю посмотреть, ребят, как ловил живца.
Ну что, зимняя рыбалка. Перелет мы открылись благополучно. Кто смотрел, ребят, по щуке мы уезжали на Таежное озеро. Ну а сегодня здесь, у себя на родине, недалеко от деревни. Приехал с дядей Сашей на машинах. Снега, ребят, у нас до сих пор нету, морозы, но снега нету. Соответственно, мотособаку пока жалко брать. Можно передвигаться, конечно, но ничего. Все замерзшее, как камни. Машины только подтягиваются. Соответственно, все ездят на машинах. Ямка недалеко от дома. Местных очень много. Я сегодня приехал, ребят, по живцу. Чисто попробовать половить живца. Возможно, в дальнейшем сделаем рыбалку по щуке. Ну, в целом, вот, народу, ребят, куча. Все только подъезжают. Машины. Сейчас будем пробовать ловить на удочке, ребят, белую рыбу. Плотва, елец, ну и все остальное. Так что все, погнали. Прям налегке, друзья, ящик. Там же сразу и удочки, и термосок, перекус, кам, ну и бур. Яма замерзла. Так что пойдем попробуем что-нибудь подловить, мелочушку какую-нибудь. Такой спуск, видать, давно здесь открылись тоже. Еще за берег был плохой, досок накидали и вперед. Вот ямка, она уже разбурена вся, просто дырявая. Тезка, привет. Привет. Как оно? А что, Андрюха? Да? Там сегодня нет, да? А что там? Я не ходил еще туда? Окунь, да? Мелкий, блядь. А плотва где клюет, Андрюх? Там, да? Понял. Да, в общем, обстановочка, ребят. Здесь окунь, здесь плотва клюет. Ну, редко плотва, хорошая. Но нужна плотва. Здорово. Ладно, пробуем. Женщины даже есть. Вот что, ребятки, попробуем половить живца. Буду сидеть с кормаком. 3 луночки, 1 подкормак по течению. И, как обычно, 2 удочки. Так, и подкормак. Вот так вот. Так, здесь у меня, ребята, удочка с поводком на крючок. Очень хорошо получается на течение. Раз. Здесь мормышечка тяжелая. Тормосок сразу доставим. Ирина вчера пиццу сделала. Будем потом чай пить. Кормачок, ребят, самодельный. Сетки. И засыпаю просто комбикорм. Гранулированный. Он потом разбухает и нормально получается. Никаких прикормок не надо. Все. Вот так, ребят, засыпаю.
килограмм. Здесь у меня крышка залита свинцом. И все. Вот так. Все на дне. Как-то так, ребята. Сразу водички. Рукам. Погнали. Чик. Течение тут надо или мормушку тяжелую, или грузик. Блин, глубоко. Вот, дно нашел. Просто груза вложу на дно. А поводочек будет гулять. Ну как-то так, ребята. И здесь мормышка будет. Тяжелая мормышка. Вот такая яркая. Пока ничего не вязал такое. Просто посмотрим. Ну все, ребята, все готово. Мормышка, крючок. Сейчас прикормка разбухнет. И будем ждать. Можно на мормышку играть, конечно. Но здесь течение сильно вытаскивает. Так что посмотрим. Должен работать комбикорм здесь. Так, друзья. Третья постанова и какое-то шевеление. Первое шевеление, ребята. Народ все вперед и вперед. Первая поклевочка. Сорожка. Отлично. Долго искал. И на вторую удочку тоже поклевочка идет. Отлично. Что-то нашли. Третья постанова у меня. Народу, конечно, труба. Ну, понятное дело, яма близко. Тем более на машинах. Подъезжать не хочу. Ух ты. Ну это здорово, ребята. Это здорово, плотва. Такую на живца не пойдет. Палатку бы, конечно. Сидишь такое палево. Палатки было нормально. Что тут? О, здесь сидит уже. Тоже крупная. Тоже крупноватая. Опа. Вот так вот. Ну, нормально. Правда, крупная сорога. А нам же вес нужен. Ну, на котлеты тоже будем брать. Вот такая рыбалка на течении. Только кармак.
водит. Крупная сорога, блин. Такую тоже приятно ловить. Так будем делать. Так получше, ребята. Меньше палева, как говорится. Тихонько сидишь и рыбачишь. Крупненькая. Сорога мощная, ребята, клюют. Конечно. Ух ты. Головлик. Ладно, возьмем. Если поймаем много, то отпустим бродягу. Блин, заглотил. Куда-то непонятно. На себе. Свеженького, ребятки, добавим. Вот и какая, блин, кобыла, блин. Хорошая, ребята. Свеженького добавим. Вот это зарога, ребята. Тихо, только никому не говорите. Да, тут видят. Так, со стороны. Тихонечко, потихонечку. Палатку надо просто и все. Мимо. Опа. Вот так вот. Живец. Ух ты. Еще и в другую лунку отпустил. Ну нормально, что бывает. Блин, крупно, ребят. Что делать-то? Котлеты. На котлеты. Сейчас щуку привезли. Тушенку буду делать. На автоклаве. Щуки и филе. А вот плотва на котлеты пойдет. Вкусно. Сладенькая. Дыб-дыб. Все. Успел. Подсек. Не успел. Не успел. Успел, не успел, как говорится. Народ, ребят, только прет и прет. Ужас. Народ прет и прет. Первый лед.
Вот так ловлю на течение плотву. Тонкие снасти есть, но здесь они не прокатят. Здесь они не прокатят. Ну что, такую возьмем уже на щуку. Такую возьмем на щуку. Опять на ловле. Опять на ловле, ребята. Блин, он глотает. Страшно. Головля очень много стало. Раньше отпускал, а сейчас очень много стало. Тоже хищник. Надо немножко контролировать тоже. Так скажем. Потому что очень много головля. Опа. Так. Поднасадить надо, поднасадить. Блин, крупная, ребят. Ё-моё. Здоровые. Здоровые, здоровые. Какие, блин. Кони прям, ребята. Прям кони просто. Опачки. Красота. Просто красота. На таком звере пойдем, ребята. Кто помнит весновку, кто смотрел, видели уже этот вездеход. Ну а кто не смотрел весновку, вот, ребята. Вот этот тигр. Тигр зверь машина, на которой попрем. Ну еще УАЗик, ребята, у нас буханочка заряжена. На всякий случай. Мало ли кто-то не доедет. Но я думаю, все нормально будет. Так, братва, ну что, у нас все готово, загружено. Осталось только заехать купить продуктов. Сейчас мы тут на выходе сделаем. И, короче, ребята заморочились. На такой технике по общим дорогам ездить нельзя. И, в общем, я так понимаю, что будем вызывать эвакуатор
завозить до места, скидываться и уже, в общем, потом ехать. Короче, вот так. Все, ребят, бензин, продукты и вперед. Как говорится, погнали. Потихоньку, помаленьку будем кататься. Быстро не поедешь, естественно. Утренний клев, естественно, у нас потерян. Ну, вечерний, ночной и завтрашний утренний, надеюсь, все получится. Так что погнали. Что, первое болото. Немножко воткнулся. Сейчас залебедимся. Да, лед не выдержал. Провалились, ребят, провалились. Болотина такая выходит в речку. Вдоль реки идем. Вода упала и подо льдом воздух стал. Но Андрюха-то не провалится на своем по-любому. Буханочка нырнула. Сейчас залебедимся. Нормально.
Вот это пойдет. Ему вообще ни почем, ребятки. Вот это аппарат. Да, препятствие такое. Отлично. Идем дальше, братцы. Небольшие завалы. Пильнули. Нормально. Идем дальше. Я тут лабиринт, блядь. Деревню, друзья. Все, уже здесь точно никого нету. На 20-й год здесь еще один житель был, а так сейчас все. Заброшенная деревня. Добрались. Долго шли, конечно. Но все, мы на ручье. На ручье, который заходит на озеро. Я так понимаю, следов нету еще. Будем первыми. Вот братское сердце на ручей. И туда, на болотину, на вездеходе. Пропрем. Сейчас посмотрим. Ну вот оно, друзья. Озерко-то наше. Ага. Меня аж, ребят, немножко подергивает внутри. Такие эмоции я в прошлом году здесь испытал в одного ночью, когда я утонул здесь. Была другая осень, была снежная. Кстати, 27 ноября, друзья, я здесь утонул. Сейчас пробуримся, лунки посмотрим. Если лед нормал, то всех грузим вещи, вездеход. И смело, ребята,
тайга. Да, друзья, никого здесь не было. Мы первые. Да ну нафиг. Привет, Озерко. Я вернулся к тебе. Да, замерзло здесь совсем по-другому. Вот она, брат. Ух! Круто. Щуки ждут, ребята. Щуки пищат. Утром мы прозевали заездом. Не было возможности нам рано выехать. Так что будем надеяться на вечерний клев, на ночной. Ну и следующее утро наше тоже. Мы всего лишь на одну ночь ходим. Хотя надо было на пару суток ехать. Ладно. Экспедиция, ребята. Крутая. Фух. Здорово. Морозик. В районе 20-ки. Здесь на озере намного сильнее мороз всегда. Здесь две речки рядом. Холод. Болото, которые дают холод. Сейчас пробурим лед, посмотрим. И все классно. Фух. Пробирались, конечно, блин. Такие кущобы. Ну, нормально, вездеход, конечно, красота. Жара в нем, ребята. Круто. Все, начинаем. Андрюха хочет все-таки рисковать, чтобы не таскать. Нам километр по озеру еще надо будет идти. Соответственно, хотим затащить все вещи. Ну, колеса, ребят, широкие, держат. Вот буханка проваливалась по лужам, а Андрюха нормально себя чувствует. Посмотрим. Кидали с буханочкой. Буханка остается на берегу, а мы дальше на вездеходе пробуем. Давай. Красава. В общем, ребят, нормально заехали. Сейчас пойду пробивать лед. Кстати, пешня у меня, ребята, от Владимира. Чудо пешня РФ. Вообще вещь, конечно, крутая. Сейчас попробуем, посмотрим, что тут как. Так, ну что, ручей пробил. Ручей у нас ну, такой, ребят, сантиметров 15. Великолепно. На озере. Сколько у нас ледок. Левой рукой, конечно, неудобно немножко. Лед нормально, ребят. А на озере у нас ну, такой же, как и на ручье. Не знаю, Андрюха, наверное, выдержит. Опасно, конечно, блин. Я очкую, ребята, с этим озером сейчас. Ну такой, 12, 13, 15. Ой, пусти-ка ты, родной, нас.
Пустика. Не надо хулиганить в этом сезоне. Ребята, я здесь именно на этом озере начал, учиться на жерлице. Женек меня начал учить, и как бы 3 сезона, 3 года, ребята, я уже 4 уже получается. Я полюбил эту рыбалку, и сейчас она самая у меня такая на первом месте. Это озеро я зауважал, так как дало мне сильный урок, когда я провалился. И лучше, ребят, учиться на чужих ошибках, чем на своих, правильно? Так что посмотрите видео, ребят, когда я здесь провалился. Кто не смотрел, ссылку оставлю в описании. И не рискуйте, не стоит этого всего. Понятно, азарт, душа рыбацкая, она требует, но лучше на чужих, друзья, чем на своих. Там уже ничего не осталось. Да, и переживай. Хорош, братик? Давай, братик, мы тебе верим. Колеса приспустили, должен нормально идти. Вроде идет. Идем, ребят, пробиваем лед. Мне кажется, нормально. Нормально. Под нами треснуло? Он разгружается, конечно, Андрюх. Должен кричать, по-любому. На месте мы, на точке. Андрюха, страшно, да? Везде. Базара ноль. Когда тем более тут были еще какие-то утопленники, да, в прошлом году. Вообще такие ощущения. Но нормально. Лед хороший, ребята, в самом деле. Все, набрали. Четко. Все, разгрузка, ребят. Лагерь и так далее. Да, время обеда. Утренний клев потеряли. Я думал, подольше не есть. Да? Было тепло. Доставай свою. Чуть-чуть неприятненько, конечно, но... Нормально. Я придется завтра всю дорогу тебя тащить. Где там только сечь? 2 ручья? 2 ручья перетащить. И туда сходу пройдет. Да сходу нырять. Давай за приезд. Забрались. Не, так-то заебись, но, блядь, страшно. Едешь. На снегоходе так же едет. На снегоходе просыпаешься. Давайте за рыбалку, Ну, мужики. 8 максимум. Молодцы. Да, собрались, молодцы. Стол не взяли, так что, блин. Давай, ехать братик. неинтересно. Ой, здоровья. А, не взял, да? Все, братва, быстренько перекусили по 100 грамм и погнали. И погнали, ребята. Мишаня будет с этой стороны, а мы, я как обычно с конца начинаю озера, буду пробовать там. В общем, давай, Андрюх, отсюда начнем и туда в конец. Так и так полностью заберем. Где-то в этом районе, братан, через каждый метров 10, лунка 15. Давай, делай дырочку. Ага. Все, хорош.
Все, вот так по прямой иди примерно. А я начну, ребятки. А я начну расстановочку. Ребята, новые флажочки. Давай, делай, да. Новые флажочки у нас. С Юриной заморочились. Ребятки, я сделал. Все. Фотки там я выкладывал ВКонтакте. Как мы что делали. Не, нормально, дави просто сильнее. Андрюха у нас первый раз на рыбалке зимней. Так что будем учить, как говорится. Так, сразу сейчас достану, ребятки. Вот, смотрите, взял ленту. Такую. Светоотражающую. И все. И по красоте. Вот так вот, ребят, смотрите, какой флажочек получился. Классный. Двойничочки. Раз, два, три. Все, Андрюха, пошел. Ну да, пойдет так. Не спеши, а то успеешь, братское сердце. Плотва, ребята. Карась. Все по красоте. Ну, не успели мы на утро. Ну да ладно. Все, четенько закапываем. Сегодня взял лопатку, так что я думаю нормально будет. Все, работаем, братцы. Ладно, быстрее делай. Андрюха, показываю тебе, как начинающим. Подушку делаешь, лед не чистишь до конца. Лучше подушку сделать вот такую, чтобы чашка не примерзла. Для этого есть шумовка. Вот ты видишь, плюхаешь. Это зимой, когда снега много, да. А по первой ледке лучше не делать. Жалятся разные, всякие разные. Такого плана, такого плана. На резиночке вот так удобнее, чтобы не путалось. Я на двойничках. Через жабры. Можно на тройник под хребет, как обычно, живца насаживать. А так вот. Леска 0,4 основная. Флажочки, смотри, мы сделали. С Юриной перебрали. Это получается отражающее. Фонариком будем светить, и будет видно будет. Классно. Обязательно немножко загиб сделать, чтобы самострелов не было. Грузик оливка скользячий. 8 грамм. Поводок двойник. Ну, когда щука берет, чтобы не чувствовал. Все, спускаем грузило на дно. Все, нашли дно. Грузиком подошли. И поднимаем живца где-то вот так от дна. Раз, два, три. 3,5. Пускай так будет. Вот щука она берет, видишь, начинает тащить, и груз не чувствует, видишь, и как бы живца тащит. Двойничок, вот так убираю живца, достаем, это у нас маленький елец, подловил я, который ловил, вот так пропускаю, завожу и одеваю. Щука хватает поперек и не чувствует тройника. Она переворачивает и заглатывает. Все, живца на дно. Два, да? Ну, что-то да, 1,5-2 метра глубина. Все, установили. И присыпали обязательно. Так, друзья, ну что, полным ходом идет у нас расстановка
Так, сейчас к берегу немножко Андрюхе сказал. Нормал. Четко. Работаем. Ну вот так, ребята, бывает. С Андрюхой идем. У нас работочка. Вот получается, дошли до следующей. Ставим. И сработка, ребята. А здесь у нас карась. Карась, да, щука. Вот хорошо, когда так. Когда только выставляемся и уже сработка. Под вечерний выход мы немножко успели, так что, возможно, поймаем. Ну, здесь, значит, попали. Здесь, значит, попали. На двойнике не надо спешить. Вот уже она перевернула, скорее всего. Есть. Такая в районе килограмма. Полторашка. Нормально, братан. Вон карась, ребят. Полторашечка. Стоит. Ну, он просек, смотри, братан, видишь? Ничего, вот, ну нормально, она бы не срывалась. Полторашка, ребят, да. Озерная щука, свежая. Четко. Ужин готов, да? Нормально. Вот это я люблю, когда вот восстанавливаемся. Ты только спрашивал. Да, Да. только срывалась. Бывало такое, вот бывает. Полторашка, да, хорошая щука, больше килограмма, едовая. Отлично. До карасика. Карасика подальше. Возле лунки не надо останавливать, потому что ворон прилетит, начнет прыгать, хвостом заденет. Или лиса. У меня много раз лиса, я желицу, выковыривала, доставала. Представляешь? Да. А что, все кушать хотят, братан? Так что все нормально. Не, кушать-то понятно, откуда десятку знаю, что там, блядь, наживка. Ну, видишь, трогаю руками, запах идет, рыбий. А сам же знаешь, для хищника это очень сильный запах. Все, заряжаем и идем дальше. Вот круто, что, когда вот так, конечно, приятно. Заряжаем и идем дальше. Так. Рацию только одну взял. Опять она стрельнула. Ё-моё. Опять же она стрельнула. Не знаю, там ельца поставил здорово. Может и лес сработал. Флажочки новые, еще не загнутые такие. Особо. Так что может и живец.